Здравствуйте! Канал НВК Саха и Союз танцевального спорта Республики Саха-Якутия продолжают серию репортажей со всероссийских соревнований по танцевальному спорту, которые прошли в Якутске с 26 по 28 сентября 2025 года. Спорткомплекс «Триумф» преобразился и на эти дни стал главной площадкой для сильнейших танцоров страны. И помогать мне сегодня комментировать соревнования по двоеборью будет Вячеслав Ефимов, руководитель танцевально-спортивного клуба по парам город Якутск. Добрый день, Вячеслав. Добрый день, Катерина. В самом начале мы хотели бы поблагодарить телекомпанию НВК Саха за предоставленную возможность снять и показать эти грандиозные соревнования. И вот мы смотрим двоеборье. На паркет вступили сильнейшие спортсмены категории «Дети-1». Это мы смотрим финал. То есть это тут 6 сильнейших пар. И они должны разыграть медали вот этих всероссийских соревнований. Вячеслав, вот двоеборье, этот вид, чем он отличается от других видов? Вот, латиноамериканская программа и европейская программа. Да, в танцевальном спорте у нас программа разделена на европейскую и латиноамериканскую. В европейскую программу входят такие танцы, как вальс, танго, венский вальс, быстрый и медленный фокстрот. А в латиноамериканскую программу входит самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. Соответственно, в европейскую программу входят танцы, которые танцуются, как вы видите, вот сейчас на экране, в закрытой позиции, то есть руками мы все время держимся друг за друга, касаемся друг друга телами. Вот. А в латиноамериканской программе там более разнообразные позиции встречаются в паре, можно стоять там в открытой позиции, держаться за одну руку, за две руки, в общем, и более, наверное, разнообразное действие предполагает. Вот двоеборье это получается сразу два вида. То есть да, одна и та же пара, она выходит во всех видах. Ну, в двух видах, да, танцуют практически все танцы. Вот, например, категория «Дети-1». Они танцуют не полную программу. Сколько у них танцев? Дети-1 танцуют сокращенное двоеборье. У них 3 танца европейской программы и 3 танца латиноамериканской. В европейской у них вальс, венский вальс и быстрый фокстрот, а в латиноамериканский танец самбо, ча-ча-ча и джайв. Ну вот эти дети, они какого возраста вот в этой категории? Здесь участвуют дети, которым от 7 до 9 лет. Иногда допускается, что партнерша может быть чуть-чуть младше, или партнер может чуть-чуть младше быть, да, но в основном все в эти возрастные рамки укладываются. Ну вот мы видим, что очень многие вот спортсмены, они выглядят как, ну вот ведут себя как взрослые, вот, особенно мальчики, вот я заметила. Ну, девочки от них совсем не отстают, просто по мальчикам, может быть, это более заметно, да, более потому что в обычной жизни мы этого мало наблюдаем. Вот, да, это очень большая работа, проделывается тренерским составом для того, чтобы дети действительно учились взрослому поведению на паркете, в жизни. Ну и мы не забываем, что здесь одаренные дети, все-таки талантливые дети, у которых есть способности. Ну вот, допустим, вот здесь это финал, это ну, практически сильнейшие пары в своей возрастной категории в стране. Да, я считаю, что у нас был очень хороший состав участников, большое представительство со всех субъектов Российской Федерации. По-моему, у нас было 23 субъекта участвовало. Это очень хороший показатель для всероссийских соревнований. Вот. По поводу одаренности детей, наверное, я бы выразился так, что все-таки чемпионы больше становятся те дети, которые проявляют характер, выдержку, много работают, это большой труд, и трудоспособность здесь играет не последнюю совсем роль, вот, потому что иногда бывает, что дети очень талантливые, но от того, что по каким-то причинам не могут много заниматься, много работать,
имеют результаты гораздо ниже, чем те дети, которые, может быть, менее талантливые. Ну вот мы смотрим, что вот началась уже вторая половина, это самбо. Да, дети уже танцуют самбу, и мы видим, что в этой возрастной категории костюмы не меняются, одежда не меняется. Да, в этой возрастной группе действует ограничение по костюмам. Соответственно, у девочек будет закрытое платье, оно будет одного тона, нельзя сочетать ткани разных цветов. У мальчиков достаточно стандартизированная тоже форма одежды. Это белая рубашка, черные брюки, обязательно черные носки, да, черный галстук или черная рубашка, да, и, соответственно, аккуратные прически. Ну вот, например, самбо. Вот здесь, в этом танце, как можно вот понять, допустим, профессионалу, да, судье или судье, тренеру, да, вот, что вот пара танцует правильно. Вот какие тут есть правила именно в самбе? Существуют, соответственно, критерии судейства, которые включают в себя и музыкальность, и построение линий, движения в танце. Соответственно, судьи ориентируются на эти принципы. Как понять, что правильно танцуют или неправильно? Здесь, конечно, очень большой опыт. Это судьи ежегодно проходят повышение квалификации, обязаны проходить. Вот, соответственно, там и обновляют где-то свои знания, да, соответственно, узнают о новых течениях, о новых тенденциях. Ну и большинство из них, наверное, бывшие танцоры все-таки, да, спортсмены или тренеры. Да, как говорит президент нашей Всероссийской Федерации Надежда Викторовна Ерастова, что в нашем виде спорта нет посторонних людей. У нас все судьи — это те, кто танцевал, те, кто тренируют. Судейскую категорию по танцевальному спорту нельзя получить людям, если они не занимаются тренерством, если они не взращивают спортсменов. Соответственно, при работе специалисты погружаются полностью во все аспекты танцевального спорта. Ну, вот это вот заключительный вид, заключительный танец, джайв. Это уже 6-й танец получается. Да, это танец джайв, наверное, самый энергозатратный. Он всегда традиционно танцует с завершающим программу, и это такой показатель выносливости спортсменов. Ну, здесь, наверное, нужно иметь хорошую дыхалку, да, вот, или, скажем, сильные ноги. Сильные и при ноги, этом не забывать дыхалку. про музыкальность, чувство ритма, про артистизм. Да, соответственно, все это очень долго нарабатывается в зале, чтобы дети могли так легко и задорно сейчас исполнять нам этот танец. Очень хорошее настроение у детей тоже. Они знают, что уже завершается вот этот марафон, да, из 6 Да, я танцев. думаю, придает им еще сил. И, конечно же, даже невооруженным глазом видно, что очень сильные дети, и физически, и артистичные они, и музыкальные. Смотрите, вот какие эмоции. И вот даже вот судьи улыбаются, потому что эти дети не могут не вызвать вот именно какое-то чувство умиления, может, и восхищения одновременно. Да, конечно, судьи следят и за эмоциями танцоров тоже в обязательном порядке. И завершаются наши соревнования, и мы видим итоговую таблицу и смотрим, вот какие пары у нас заняли лидирующие позиции в категории «Дети 1». И вот призеров нам нужно озвучить. На первом месте у нас Филатов Илья, Колтунова Милана. На втором месте Бушуев Александр, Костромина Таисия. Третье место Фирсов Роман, Гапоненко София. Четвертое место Попов Владимир, Безуглая Эмилия.
На 5-м месте Маликов Гордей, Маликова Милана. И 6-е место Колесниченко Иван, Земзюлина Маргарита. И мы уже переходим в следующую категорию «Дети 2». Здесь уже дети у нас возраста от 10 до 11 лет. В этом возрасте танцев? добавляется у нас еще 2 танца. В европейской программе добавился танец танго, а в латиноамериканской добавился танец румба. Это очень тоже интересные танцы, они отличаются от предыдущей программы. Это усложняет работу спортсменов. Медленный вальс. Вот с этого танца, я знаю, азы начинаются спортивного танца. Дети начинают с разучивания именно этого танца. Почему вот он считается каким-то, азбукой, может быть? Да, можно сказать, что медленный вальс является азбукой танцевального спорта, потому что, во-первых, это танец медленный, дети могут проще ориентироваться, наверное, в музыке, в шагах, а в дальнейшем, соответственно, это приучает детей контролировать свои движения, где-то сохранять баланс для того, чтобы не выпадать в ускорение ритма, сохранять свое положение тела. Вот эта категория для нас интересна тем, что именно вот в этой категории наша пара вышла в финал. Даже наши все пары, получается, кроме трех пар. 3 пары у нас сейчас из Якутии принимают участие в данном финале. Получается, это у нас Ястребов Давид и Шакирова Ясмина. Это танцевально-спортивный клуб «Румба», город Ленск, руководитель Самохина Татьяна. Новгородов Василий, Петрова Сайнара. Это клуб «Надежда», город Якутск, руководитель Константинова Надежда. И Майбородов Яромир, Шишмарева София, это у нас город Мирный, представители детско-юношеской спортивной школы, руководители Чернышов Дмитрий и Чернышова Инна. Вот для наших спортсменов это, конечно же, такое испытание, да, в первую очередь, и, конечно же, уникальный опыт. Да, я считаю, что детям из Якутии очень сильно повезло, что они смогли посоревноваться на одной площадке с сильнейшими представителями данного вида спорта в своих категориях. Это позволяет им не только посмотреть, да, но и пожить внутри этого паркета с этими эмоциями, с финалистами, которые танцевали не один крупный чемпионат в своей жизни, и немножко прикоснуться к их энергетике, зарядиться на новый танцевальный сезон. И, конечно же, это сыграет в будущем, наверное, какую-то роль тоже. Да, конечно, это очень сильно влияет на детей. Вообще в танцевальном спорте есть такое мнение, что одно хорошее крупное соревнование может заменить месяц тренировочного процесса, потому что у детей вот сейчас в моменте соревнований максимальная мотивация, максимальная концентрация внимания и очень многие вещи, которые, может быть, они не понимали или не получалось что-то сделать, может по щелчку пальцев просто случиться прямо на соревновании. А вот если сравнивать условия, в которых находятся, допустим, спортсмены, которые живут в крупных городах, да, где много соревнований, и, допустим, наши спортсмены из нашей республики, отдаленного уголка, не секрет, что у нас не так много клубных турниров и вообще соревнований, да, соревновательного опыта у наших детей очень мало. Если сравнивать, насколько мало опыта? Если сравнивать с центральными регионами России, то у нас очень скромное количество соревнований проходит в Якутии, да, у нас не так много танцевальных коллективов, как хотелось бы. В городах Мирный, Ленск, там по одному коллективу
соответственно, имеется, и официальных соревнований они между собой провести не могут, потому что для официальных соревнований нужно как минимум, чтобы принимали участие 3 танцевальных коллектива. Вот. В Якутске у нас ситуация чуть-чуть получше. А сколько сейчас клубов? Побольше. У нас сейчас в Якутске находится 5 танцевальных коллективов. Вот. Ну, соответственно, не такое большое количество танцоров у них занимается, потому что танцоры делятся по возрастным группам, по уровню подготовки. Это более начинающие дети, продолжающие дети. Вот, соответственно, трудно провести соревнования, чтобы соблюдать все нормативы по выполнению, по количеству участников, таким образом, чтобы детям было интересно соревноваться, чтобы была конкуренция, хороший уровень, чтобы начинающие дети смогли посоревноваться именно с начинающими танцорами, проявить себя. Вот. Потому что дети, когда начинающие, выходят соревноваться с сильными детьми, которые уже продолжительное время танцуют, конечно, это может немножко подорвать мотивацию к дальнейшему развитию, потому что дети видят, что они при любых условиях не могут победить настолько сильных соперников, и поэтому немножко могут потерять интерес к данному виду спорта. А когда соревнуются со своими сверстниками, которые точно так же одинаковое количество времени с ними занимаются, соответственно, они уже чувствуют себя совсем по-другому. Ну, вот эти пары сильнейшие, которые мы видим, которые выиграли эти всероссийские соревнования, я знаю, что они иногда несколько раз в неделю могут соревноваться, да, на разных турнирах, допустим, в Москве. Да, в Москве у нас, если посмотреть календарный план соревнований, то по нескольку соревнований за одни выходные проходит, и можно даже посидеть, повыбирать, какой зал больше подходит, где удобнее соревноваться, и, в общем, разные параметры к выбору применить. Ну вот в категории «Дети 2» приехали клубы, допустим, Новосибирск, Красноярск, и соревновалась наша республика. То есть получается, что дальние регионы в этой категории не приехали. Да, в данной категории у нас, получается, есть представители Новосибирска, представители Красноярска. Это большие, наверное, региональные центры танцевальные. Там большое количество работы тренерского состава, большое количество детей занимается. Это очень сильные школы. Ну несмотря на то, что все-таки соревновательного опыта у наших пар не так много, но несмотря ни на что, я знаю, что, например, даже клуб «Румба» из города Ленска, который находится тоже достаточно удаленно вообще от всех, федеральных центров, все равно, несмотря ни на что, они частенько выезжают на турниры в Москву, например, и такие крупные центры, где развивается танцевальный спорт. И это, конечно же, надо отдать должное тренеру, руководителю. Да, Татьяна Анатольевна у нас, можно сказать, что уникальный человек в танцевальном спорте, потому что развивать танцевальный спорт в удаленных уголках не просто с большой страны России, но а в удаленных уголках нашей республики, это очень большая, наверное, ее заслуга, потому что действительно ей воспитано не одно поколение хороших спортсменов, хороших танцоров. И, конечно же, многое зависит от родителей, от их заинтересованности, от их мотивации, желания как-то развивать детей, да? Да, для того, чтобы появился успех в танцевальном спорте, это нужно, чтобы сложилась такая успешная команда. То есть сами дети, их работоспособность, их, наверное, талант к танцам, плюс это тренер, его профессионализм, квалификация, и, конечно же, это родители, которые понимают
воспринимают информацию тренера, перекладывают ее на какие-то бытовые вопросы и помогают детям эмоционально для того, чтобы они могли пережить где-то свои, где-то они могут помочь пережить эмоции от каких-то проигрышей, а где-то, соответственно, порадоваться их победам. Хорошо. Румба. Румба – это, по-моему, дополнительный танец. Его не было в «Детях один». Дополнительно появляется. Да, танец румба в у этом нас возрасте добавляется только с возраста детей 2. Такой достаточно сложный, наверное, эмоциональный танец для этого возраста, да? Это взрослый, можно сказать, что танец, который называют еще танцем любви. И, соответственно, для детей, наверное, больше все-таки танец дружбы между девочкой и мальчиком. Другое дело вот джайв. Джайв всегда веселый, всегда эмоциональный, и он очень хорошо воспринимается публикой. Да, это очень эмоциональный танец. Соответственно, дети пытаются тоже соответствовать этому танцу, этой музыке. Выражают много эмоций. Не только своим лицом, но и своими действиями, своим телом. Джайв тяжело танцевать физически. Соответственно, фактически мы каждое действие совершаем через такое. Требует хорошую физическую форму, сильные ноги, координацию. Да, детям нужно в этом танце И мы подводим итоги наших соревнований. И радует, что вот в турнирной таблице появились наши пары. Первое место заняли Аристов Мирон и Березина Диана, представители клуба «Дельвейс» Новосибирск. Максимов Степан, Гуляева Аврора были награждены серебряными медалями, Локомотив Красноярск. Представители этого же клуба из Красноярска Сафронов Михаил и Загвоздкина Полина заняли третье место. Наши венчане Давид Ястребов и Исмина Шакирова четвертые, Новгородов Василий Петрова Сайнара, Надежда Якутск пятые и Майбородов Яромир и Шишмарева Софья из Мирного на шестом месте. Поздравляем всех участников финала, поздравляем спортсменов, тренеров и, конечно же, родителей. Итак, мы начинаем группу «Юниор-1». Но вот здесь мы уже видим, что уже картина разительно меняется. Дети уже такие подросшие, скажем, да, после детей 2. И у них начинается новый этап. Спортивный, настоящий спорт начинается. Костюмы появились. Да, у девочек уже отдельно костюм для европейских танцев, отдельно костюм для латиноамериканских танцев. У партнеров для европейских танцев добавляется жилет. Они меняют сорочку на черного цвета. И вначале, наверное, нам надо еще отметить, что нынешние всероссийские соревнования в Якутске были посвящены великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому и его наследию. Немножко вот это было непривычно, и мне кажется, что в этом есть какой-то особенный смысл. Да, Всероссийская Федерация проводит серию турниров, посвященных великим российским композиторам. Вот. В качестве такого дополнительного стимула пар в старших возрастах, во взрослой категории, музыкальное сопровождение в финале будет производиться на основе музыкальных композиций этих композиторов.
Это получается какой-то даже воспитательный момент есть, да, просветительский. Потому что музыка Чайковского, конечно же, это мировое наследие не только нашей страны, всего человечества. И если вот люди привыкли все-таки слушать музыку Чайковского более в классическом балете или в опере, то вот тут это, ну, выглядело это очень свежо, во всяком случае. Вот интерпретированные классические композиции, да? Да, мне кажется, что это все-таки такая дань уважения нашим великим и известным нашим композиторам. Самим парам было, конечно, очень интересно исполнять свой танец под мелодии, которые знакомы им с детства, и в такой интерпретации в программе бальных танцев. Вот в чем феномен все-таки танцевального спорта, спортивных танцев, да, вот трансформировавшись из народного танца, каким образом все-таки вот удалось, ну, скажем, вот стать видом спорта? Это вот, ну, кроме фигурного катания, наверное, сложно еще какую-то аналогию провести. Да. В данном случае у нас именно бальные танцы. Почему они называются бальные? Потому что они появились из традиции аристократической, то есть собираться в бальных залах с хорошим паркетом, в красивых платьях, да, танцевать парные танцы. Вот. И основная, наверное, причина появления именно спорта в танцах — это когда парам захотелось выяснить, кто из них танцует лучше. Вот, и они начали изобретать там новые какие-то движения, новые элементы, и таким образом как бы выделяться на этих мероприятиях. После этого, видимо, это начало направление развиваться, появились люди, которые более квалифицированно могли это оценить. Вот они стали судьями в этом процессе. А когда это примерно произошло? Это конец 19 века, начало 20-го. Там, в 1920-х годах у нас появляется, в принципе, первое собрание нормативных документов, которые регламентировали исполнение первых вот, танцев как спортивных. Это вальса, танго, фокстротов. Вот. И вот с этого момента, наверное, можно считать, что появился именно танцевальный спорт. А латиноамериканские танцы когда появились? Латиноамериканские танцы добавляются примерно в 1950-х годах. Вот. Опять же, они появляются в лучших традициях именно исполнителей бальных танцев. То есть в первую очередь там партнеры танцевали латиноамериканские танцы во фраках, да, там, в бабочке, в рубашке. То есть не было такого, что в пляжной одежде они танцевали. То есть это все-таки аристократическое общество. Ну, возникли они на основе, ну вот они как-то ближе, получается, да, по времени к нам, потому что это все-таки народные танцы были поначалу, да, вот латиноамериканские. Там аргентинская танго, бразильская ча-ча-ча, кубинская самбо. Вот. Конечно, эти танцы были немножко европеизированы, потому что все-таки в представлениях там, европейского человека, да, красота исполнения, там, наверное, в то время была больше связана там, с классическим балетом, поэтому можно сказать, что элементы, которые были именно народные, латиноамериканские, они были немножко модернизированы, да, для лучшего восприятия именно в том обществе. Ну вот глядя вот на эти пары, вот на медленный фокстрот в их исполнении, действительно можно представить себе дворец, бал. И вообще приятно, конечно, что это танцуют современные дети,
что вот это искусство не увядает, что оно развивается, и развивается в том числе в нашей республике. А вот такой обывательский вопрос. Когда же все-таки танцевальный спорт может войти в программу Олимпийских игр? Ну, на самом деле, танцевальный спорт у нас аккредитован Олимпийским комитетом. Это официально вид спорта, который входит в олимпийские виды спорта, но пока не входит в официальную именно программу Олимпийских игр ни в зимний период, ни в летний период. Ну, во-первых, потому что сложно определить, к какому направлению нас отнести, потому что все-таки мы не зависим от внешних погодных условий. Соревнования проводятся и в зимний период, и в летний период с одинаковой, наверное, интенсивностью. Вот. Второй вопрос, что программа Олимпийских игр, она очень обширная. Там очень много видов спорта. Это подразумевает большое количество участников. Соответственно, площадка, которая принимает соревнования, должна обеспечить и проживание для всех спортсменов, площадки, на которых будут соревнования. Соответственно, расширение программы, оно требует больших вложений. Не стоит ждать, да, что они в скором времени вдруг станут олимпийским видом спорта? Я думаю, что да, в ближайшее время, наверное, мы этого не ожидаем. Вот квикстеп. Квикстеп – это быстрый фокстрот. Так же, да, в отличие от того фокстрота, который мы видели? Да, у нас быстрый фокстрот имеет два названия официальных. Можно называть танец квикстеп, можно называть быстрый фокстрот. И так будет правильно. Ну, это очень динамичный танец именно в европейской программе. Наверное, самый быстрый. Да, у нас получается, что в латиноамериканской программе, что в европейской программе заканчивается самым энергичным танцем, самым, наверное, динамичным, который требует больше сил, больше динамики от пар. И такой показатель спортивной составляющей пары. То есть смогут ли они после выполнения всей программы, да, сохранить силы и показать свой наилучший танец. Ну вот уже наши спортсмены приступили ко второй части. Вот латиноамериканская программа «Юниоры-1». Уже вот только что они танцевали квикстеп, вальс. Теперь они уже кружатся в ритмичной самбе. Вот сколько времени проходит между сменой вида? Как правило, между сменами программы проходят соревнования в других возрастных группах. Это сейчас мы видим просто монтаж, чтобы было удобно, наверное, отслеживать соревновательный процесс. Вот. А в правилах, да, прописано, что если вдруг соревнования проводятся таким образом, что нет дополнительных групп между соревновательным процессом, то необходимо сделать паузу в соревнованиях, и регламентом прописано даже количество времени, которое выделяется парам для переодевания. И нужно сказать, что, дорогие зрители, мы видим только часть, можно сказать, что верхушку, да, айсберга этих всероссийских соревнований, потому что участников было гораздо больше, а мы видим, вот, например, юниоры-1, только 6 лучших пар. А ведь до этого были еще и все эти бесконечные эти финалы, туры, да, так называемые. Поэтому хочется отметить еще раз, что танцевальный спорт, он только для выносливых, для сильных людей, потому что иногда турниры напоминают марафон, что они могут начаться утром и закончиться поздно вечером. Да, большие российские соревнования, большие международные соревнования, в них может быть до 8 этапов отборочных, и, соответственно, пары, которые начинают танцевать с самого первого тура и танцуют до финала, то есть они могут 8-9 раз исполнять всю программу танцевальную. То есть 90 танцев исполнить, грубо говоря. Да. Это, конечно же, требует основательной физической формы, и я все время хочу у тебя спросить,
все-таки для того, что особенно вот спортсмены, например, более высокого уровня, да, вот которые в старших группах танцуют, они вот занимаются каким-то еще другим видом, например, что-то подключаете, вот, скажем, тренажеры, балет, там, плавание или еще что-то, кардио, какие-то тренировки? Да, конечно, я считаю, что все тренеры, все танцевальные клубы, они понимают, что сейчас в современных условиях одними только тренировками по бальным танцам невозможно воспитать качественных, сильных спортсменов, поэтому все вводят свою программу подготовки и дополнительные занятия там в тренажерных залах, силовые упражнения, вводят также и занятия с хореографами дополнительные, стрейчинг, кардио тренировки обязательно в порядке. И вот когда вот люди видят вот такую красоту, восхищаются мастерством, и они, вот первое желание, вот такое, первая мысль, я хочу, чтобы мой ребенок так танцевал так же. Вот что ты как тренер мог бы посоветовать этим родителям, на что обратить внимание, какие дети все-таки добиваются успехов, может быть, или, ну, в общем, о чем следует помнить родителям, которые хотят отдать детей в спортивные танцы? Ну, во-первых, наверное, я бы хотел сконцентрировать внимание родителей на том, что не нужно подвергаться предрассудкам, которые существуют у нас в обществе, что для того, чтобы танцевать бальные танцы, нужно иметь только талант, что только талантливый ребенок может прийти в зал и там затанцевать. На самом деле это очень большой труд. Это для того, чтобы научить детей танцевать, требуется много времени, требуется усидчивость, трудоспособность, большие временные затраты. Нужно набраться терпения, помогать своему ребенку преодолевать где-то страхи, неуверенность в своих силах, вот, поддерживать детей в этом пути, потому что действительно для того, чтобы воспитать хорошего танцора, нужно потратить большое количество времени, ну, смотря для какого уровня. Ну, соответственно, нужно, чтобы ребенок этот путь прошел от начала до конца. Тогда вы в конце сможете, да, насладиться тем, что ваш ребенок научится танцевать. И мы еще раз обращаем ваше внимание, дорогие зрители, что всероссийские соревнования по танцевальному спорту прошли в нашей республике впервые в истории. То есть доселе до этого дня не было такого уровня соревнований в Якутске и вообще на территории республики. Это же большое событие. Вот как ты оцениваешь сам с точки зрения профессионала? Да, у нас, получается, до этого момента ни разу не проводились всероссийские соревнования такого масштаба. Мы безумно рады, что мы застали этот период, что получился такой вот проект с поддержкой Всероссийской Федерации. Ну и благодаря усилиям. И благодаря усилиям, да, президента Союза танцевального спорта Республики Саха-Якутия Людмилы Валерьевны Николаевой и при поддержке президента Всероссийской Федерации Надежды Викторовны Ярастовой. Да, вот говорят же, что все-таки вот такое развитие двигают люди. И вот этот как бы яркий пример, да, того, что все-таки вот желание подарить детям такую радость и получить такой стимул, да, какой-то толчок. Всегда есть какой-то толчок. Вот, например, я считаю, что если бы не было детей Азии, ну, в свое время, да, у нас спорт был бы, наверное, на немножко другом уровне. Да, конечно, мероприятия такого уровня, они подстегивают популярность видов спорта. Поэтому мы, да, тоже надеемся на то, что сейчас те, кто болеют за этот вид спорта, придут заниматься, приведут своих детей, и, соответственно, мы сможем увидеть
и в финалах лучших чемпионатов когда-то и наших танцоров. Ну вот я знаю, что танцевальным спортом в детстве занимаются многие дети. Это как массовый вид, да, для маленьких детей. В школах у нас есть клубы, объединения. А потом, вот, например, даже до этого возраста, до юниоров 1, доходят не все. Это нормальный процесс. Ну, я бы сказал, что у нас не так много людей занимаются бальными танцами в детстве, потому что все-таки у нас ограниченное количество тренерского состава, да, в Якутии, не во всех районах Якутии. Поэтому и не могу сказать, что прям очень много занимается. Но больше все равно, чем старших детей. Если смотреть, да, по возрастному, наверное, цензу, то в детском возрасте, да, занимается детей больше. И с усложнением программы количество занимающихся сокращается. Ну, это связано с тем, что все-таки программа с возрастом, она усложняется, поэтому не все выдерживают этот спортивный ритм. Хотелось бы, чтобы это было немножко по-другому. Вот. Ну, и самая, наверное, большая наша проблема танцевального спорта, что пары вырастают и уезжают поступать в другие города, и мы теряем наших спортсменов. Да, вот взрослых пар у нас, можно по пальцам, наверное, пересчитать, да, которые продолжают заниматься в основном на любительском уровне. И вот мы наблюдаем, что и юниоры 1 в двоеборье завершают свою программу. Традиционный поклон. Первый поклон по традиции спортсмены дарят нашим уважаемым сирийским коллеги. Поклон судьям и поклон зрителям. Они дарят вам бурные аплодисменты. Самая эмоциональная часть танцевального спорта. Дети рады, что заканчиваются соревнования. Итак, первое место заняла пара Георгий Пост, Виктория Ильина, Диамант, Москва, Владислав Платков, Александра Душина из Саранска, вторые, Дмитрий Писаренко, Валерия Широкова из Краснодара, бронзовые призеры. И на четвертом представители Красноярска, Игнат Кадулин, Таисия Ванцлав, Филипп Георгиев, Алиса Васькова из Твери, пятые. И на шестом месте Дмитрий Зазуля и Полина Тарасова из Новороссийска. Мы переходим к первому конкурсному танцу. И соревнования продолжают юниоры 2. Это уже у нас какой возраст? В этом возрасте у нас танцуют дети в возрасте 14-15 лет. А здесь уже у нас видно, что костюмы стали гораздо сложнее, интереснее. Платья девушек имеют более интересные украшения с эффектом блестящих материалов, с использованием интересных аппликаций, конструкций. Партнеры у нас одеты в европейской программе в традиционный фрак для этой программы. И, конечно же, вот вокруг танцевального спорта уже существует целая индустрия, да, вот, которая вот те же стилисты, визажисты, потому что это образ, да, особенно в старших категориях, допустим, портные, которые изготавливают вот эти костюмы, это тоже же не всякий обычный мастер возьмется за изготовление вот такого платья, например, вот для девушек. Тоже есть своя специфика. Это специализированное ателье, которое занимается пошивом костюма, они создают, соответственно, образы танцоров. Это разработка костюмов, их дизайна, украшений. Технология, наверное, важна, потому что же есть какие-то особенности. Подобное платье, подобный фрак – это даже не просто предмет одежды, это своеобразный спортивный инвентарь, без которого выступление не будет таким ярким. То же самое касается обуви. Вот мы видим, что иногда девушки выходят в закрытой обуви, иногда открытая обувь, босоножки, например.
Да, это связано опять же, с традициями танцевального спорта. Закрытая обувь используется для европейской программы, как сейчас на девушках, исполняющих танго. Вот. А открытые туфли в форме босоножек используются для латиноамериканской программы, которую мы увидим чуть попозже. У партнеров тоже вот обувь разная, да? Обязательно обувь отличается. У партнера прежде всего отличие связано с правильным распределением веса для танцев. То есть в европейской программе используется более низкий каблук, более плоский, а в латиноамериканских танцах каблук более высокий, немножко зауженный с нижней части для лучшего распределения веса, потому что там немножко другая скорость перемещения. Вот. Вот мы еще раз напоминаем, что мы смотрим двоеборье, то есть спортсмены выходят и в европейской программе, и в латиноамериканской программе. А еще в другие дни мы вам покажем отдельно категорию латиноамериканской программы и отдельно европейская программа. У нас тоже это будет 4-я передача. И вот специализируются ли спортсмены, особенно вот уровневые, да, взрослые и старшие спортсмены, по видам? Кто-то участвует только в двоеборье или кто-то участвует только в отдельных видах? Да, у нас получается в детском возрасте дети изучают программу и европейскую, и латиноамериканскую, а с возрастом, когда проявляется какой-то интерес, потенциал к одной из программ, то пара может специализировать свое выступление для одной программы. Это немножко эффективнее, потому что тренировочный процесс немножко упрощается. Но, с другой стороны, двоеборье, наверное, можно считать наиболее комплексным развитием для спортсменов, для танцоров. Кому-то нравится европейская программа, кому-то нравится латиноамериканская программа. Но латино, конечно, она эффектнее, она популярнее, скажем, да, в массах. И у спортсменов то же самое, могут быть какие-то свои пристрастия. И начинается какая-то специализация, да, на более старших возрастных категориях. В юниорах 2 это вот как... Сейчас мы смотрим двоеборье, и вот эти же спортсмены, они будут участвовать дальше в отдельных видах? Да, получается, у спортсменов, которые танцуют в двоеборье, у них немножко больше возможностей, они могут участвовать не в одном, получается, соревновании, а в 3. Могут участвовать в двоеборье, отдельно в европейской программе соревнований, отдельно в латиноамериканской программе соревнований, и, соответственно, за все эти соревнования получать дополнительно очки для повышения класса мастерства, получать выполнение нормативов для получения спортивных разрядов. Вот, поэтому, скорее всего, пары, которые танцуют в двоеборье, мы их увидим и в следующих соревновательных днях, когда у нас будет разделение по программам отдельно. Начинается медленный фокстрот. Вот если брать историю вот именно этого танца, он все-таки больше модерновый, да, в отличие, скажем, от вальса. Музыка у нас имеет такой хороший джазовый характер. Она тягучая, распевная. Вот. Соответственно, и исполнение танца такое же. Оно то убыстряется, да, то замедляется. Движение мягкое. Конечно, невозможно не любоваться, невозможно не восхищаться мастерством спортсменов, потому что на самом деле это большой труд и время. И, конечно же, нам очень повезло, что мы все это смогли увидеть и, более того, запечатлеть это и расширить аудиторию, скажем, да, танцевального спорта. И за это мы еще раз благодарим нашу национальную вещательную компанию «Саха». Да, вот легкость движений, непринужденность,
открытые эмоции танцоров. Все это очень большой труд, который остается за паркетом, который не видно ни зрителям, ни судьям. Вот. Мы сейчас видим только легкость, красоту, грацию, а весь труд остается в зале. Да, и, наверное, мы не забываем о том, что все-таки это спорт. И спорт – это соревнования, это стресс, это эмоции, это переживания. И за результат, да, битва за результат, она же тоже бывает борьба, нешуточная, разгорается. Да, конкуренция очень большая, тем более, что у нас в России у нас очень большое количество не просто танцоров, а именно хороших танцоров, вот, которые выступают удачно и успешно еще и на международной арене, на лидирующих позициях всегда. Поэтому при росте конкуренции, да, парам приходится и справляться со своими эмоциями дополнительно. Да, вот спортивные танцы еще включены, например, в программу наших спортивных игр «Дети Азии». И несколько раз уже проводились игры с программой спортивных танцев, ну, с небольшим перерывом, правда, но вот в 2024 году соревнования по танцевальному спорту состоялись в рамках «Дети Азии». В рамках спортивных игр «Дети Азии» у нас танцевальный спорт представлен с 2000 года. И если я не ошибаюсь, примерно с 2012 года был перерыв, когда они не входили в программу игр. И вот с 2024 года были включены. Спортсмены готовы? И начинается для наших спортсменов в этой категории латиноамериканская программа, вторая часть двоеборья. И вот проводятся чемпионаты мира, континента, да? Чемпионаты России, конечно же, огромное количество международных, федеральных, региональных и клубных турниров по всему миру. Наверное, нету континента, да, Вячеслав, где бы не было вот этого вида спорта. Везде танцуют, во всех странах практически. Танцевальный спорт очень развит по всему миру. Сейчас очень сильно развивается танцевальный спорт в Китае. Мы вот видим, наблюдаем такой феномен. То есть можно сказать, что в недавнем прошлом как бы спортсменов из Китая либо почти мы не видели на международной арене, вот, а сейчас они имеют хороший вес, участвуют в финальных соревнованиях лучших турниров мира. Ну, если китайцы взялись, то они, наверное, априори будут успешными, потому что мы видели примеры в фигурном катании, когда их раньше вообще не было видно. А сейчас китайские спортсмены, пары, даже есть олимпийские чемпионы. И то же самое про художественную гимнастику. Разве кто-то мог подумать, что до недавнего прошлого, что сборная Китая станет олимпийским чемпионом в групповых упражнениях? То есть можем ожидать тоже вот такой бум, китайский бум в танцевальном спорте. И это, конечно, очень интересно. Да, системный подход, постоянная работа на результат, работа над своими сильными и слабыми сторонами, она дает, конечно же, такой эффект. Второй танец ча-ча-ча. В чем особенность вот этого танца? Ча-ча-ча – это танец достаточно веселый, такой, связан с постоянным таким ритмическим рисунком. Это кубинский танец. Танец появился на Кубе, пришел к нам оттуда, имеет кубинский характер ритма,
И вот именно с него тоже начинается у малышей освоение латиноамериканской программы, насколько я знаю, да? Медленный вальс и ча-ча-ча. Да, на текущий момент в танцевальном спорте программа для начинающих танцоров начинается в европейской программе с медленного вальса, а в латиноамериканской программе с танца ча-ча-ча. Судейский корпус на всероссийских соревнованиях в Якутске был представлен очень такими ведущими судьями. Вот в чем специфика вообще вот работы судей? Это же вот люди, которые обязательно они должны быть сами в прошлом спортсменами или тренерами. Ну, по нормативам танцевального спорта, чтобы получить статус судьи спортивного, нужно быть тренером. Один из параметров, который должен выполнить кандидат для сдачи экзамена на судейство, это воспитать свою собственную пару, которая пройдет путь там, от начинающих танцоров под его руководством, да, до танцоров, которые танцуют уже там полную программу 10 танцев, и кому присвоен танцевальный класс С. Поэтому можно сказать, что у нас в судейской системе танцевального спорта не бывает сторонних людей. Случайных людей. Не бывает случайных людей, потому что все являются тренерами, видят эту работу, можно сказать, с самого низа, то есть вот с начинающих танцоров, понимают, как выстраивается работа и понимают результат этой работы. Вот сколько судей сейчас судят вот, пары? Во всероссийских соревнованиях у нас судейская бригада состоит из 13 линейных судей, 2 судей при участниках, главного судьи и заместителя главного судьи, которые следят за правилами соблюдения соревнований, правилами костюма, правилами исполнения фигур. А вот, например, в других видах спорта бывает, что судьи делятся на бригады. Ну, там бригада, которая смотрит на правильность исполнения, бригада, которая смотрит на артистизм, ну и так далее. А вот в танцевальном спорте вот какая система? В танцевальном спорте система оценки судейская, она немножко отличается. У нас судьи не выставляют баллы исполнителям за определенные элементы или за фигуры в танцах. Вот. Отборочные туры проходят таким образом, что пары исполняют программу, и судьи отмечают тех спортсменов, которые достойны того, чтобы пройти в следующий тур. То есть отбирают половину исполнителей в каждом заходе. В следующем туре, соответственно, эти пары встречаются вместе на паркете, их опять сравнивают друг с другом, выбирают половину, кто достоин того, чтобы пройти в следующую программу, и опять лучшие сталкиваются с лучшими, и судьи опять выбирают половину. До тех пор, пока не останется 6 пар. То есть самый финал только. И в самом финале тоже нет бальной системы. Судья расставляет все пары по ранжиру от первого до последнего места. И таким образом программа пересчитывает количество оценок за каждый танец и выводит итоговое место каждой пары. Так, начинается джайв. Это означает, что юниоры 2 завершают тоже свою программу. Это последний танец латиноамериканской программы. Пары, которые исполняют сейчас джайв, понимают, что программа подходит к концу. Это их последний шанс показать судьям свое мастерство. Поэтому они вкладывают все свои силы,
в исполнении последнего танца программы. И, наверное, это вот какой-то фильтр, да, может быть, для судей, например, да, они уже принимают окончательное решение, кто же все-таки будет победителем. Да, в последнем танце можно заработать немножечко повышенные оценки, если вдруг ваши конкуренты устали, то можно за счет физики, за счет более интенсивного исполнения фигур получить дополнительные оценки от судей. Но на самом деле, мне кажется, что джайв любят все спортсмены. И очень часто можно увидеть, что наиболее эмоционально раскрываются именно в этом танце многие спортсмены. Да, в этом танце многие партнеры очень интересно выражают свои эмоции. Самые громкие, самые бурные аплодисменты звучат для этих спортсменов. Они завершают финал всероссийских соревнований в категории юношей и девушки 14-15 лет двоепорье. И совсем скоро мы узнаем, как же распределились оценки наших многоуважаемых судей среди этих спортсменов. Ну а сейчас заключительное действие. Это, конечно же, отдельный поклон. И, конечно же, нужны громкие аплодисменты, друзья. Итак... И в этой категории чемпионы Федор Баклицкий, Нонна Медведева, эксклюзив Новороссийск. На втором месте Савва Андреев, Маргарита Донская из Новосибирска. Александр Тюбко, Ксения Порошина из Москвы, клуб Московия, третий. На четвертом Роман Шпаков, Анастасия Матанина, клуб Катюша, Красноярск. На пятом месте Андрей Алексеев, Софья Бойцова, Московия, Москва. И Лев Ефимкин, Яна Трещилова из клуба «Звездный вальс», город Москва. Они замкнули. И в бой вступает наверняка самая интересная категория, да, возрастная. Это взрослые. Взрослые или еще категория любителей. Это участники в возрасте от 19 до 35 лет. Самая зрелищная категория. Здесь самые опытные, самые профессиональные исполнители. Это всегда радует и зрителей, и судей. Да, это, наверное, была очень интересная часть программы. Я сама вот присутствовала вот среди зрителей. И иногда вот мы забывали о том, что вот вообще-то это спортивные соревнования. И вот это, мне кажется, что это уже уровень искусства. Да, здесь можно подискутировать на тему бальные танцы. Это больше спорт или это больше искусство. Споры, наверное, не утихнут никогда, потому что это такая среда, в которой действительно можно реализоваться и в творческой сфере, и в спортивной. Все здесь прекрасно, и музыка, и уровень мастерства, все восхищает. И внешний образ спортсменов, костюмы. Мне кажется, иногда даже судьям очень сложно, мне кажется, сделать какой-то выбор, но они на то и судьи, что все-таки это спорт, и наличие мест, очков, баллов не дает нам забывать о том, что все-таки это спорт. Да, сейчас выстраивается система такого беспристрастного судейства в танцевальном спорте, чтобы действительно те оценки судей, которые используются при подсчете оценок, чтобы они были максимально результативные, максимально адаптированы от внешних каких-то факторов, и которые ориентируются только на профессионализм танцоров, профессионализм исполнения. Вот мы смотрим сейчас танго, и вот танго и, наверное, квикстеп, да, это два танца, в которых очень заметно продвижение, да, по паркету, заполнение всего пространства. И вот мне кажется, что это очень тоже сложно,
такой немножко такой ритм надо выдерживать. Вообще, вот что касается паркета, вот есть какие-то стандарты, да, по размеру площадки, или они все-таки разные на разных соревнованиях? Ну, нормативы существуют для площадки, на которой проводятся соревнования. Там для соревнований более мелкого значения, там, муниципальных, площадка может быть чуть поменьше, для республиканских побольше, для всероссийских еще, конечно, она должна быть помасштабней. У нас площадка, на которой проводилось соревнование, соответствует всем нормативам в танцевальном спорте. Она больше 400 квадратных метров. Вот, парам было очень удобно и комфортно двигаться по площадке, несмотря на то, что их очень много на площадке, несмотря на то, что у каждого имеется там свое активное действие. Площадь площадки позволяла не сталкиваться при этом. И вот покрытие тоже имеет значение, и вот на этих соревнованиях мы и слышали, и потом и читали тоже, да, отзывы участников о том, что здесь паркет был великолепный. То есть и не зря же спортсмены, танцоры желают друг другу легкого паркета. Да, есть такая традиция пожелать легкого паркета для удачного выступления. С этим, наверное, связано то, что если посмотреть на площадку, то она имеет такую очень зеркальную практически поверхность. У нее определенная степень скольжения присутствует, при том, что она не такая скользкая, там, как лед для фигурного катания. То есть стандартизированная, наверное, степень скольжения для того, чтобы можно было танцорам на любой площадке чувствовать себя комфортно. Ну, одно удовольствие танцевать на таком паркете. И вот благодаря, опять же, усилиям Союза танцевального спорта и нашего министерства, и дирекции игр «Дети Азии», вот я знаю, что вот такой паркет был приобретен специально к играм «Дети Азии». Да, данный паркет был приобретен для проведения соревнований в рамках спортивных игр «Дети Азии». Это профессиональный инструмент. Он хранится здесь у нас в спортивном комплексе «Триумф» и используется теперь и для наших соревнований республиканских, так и для межрегиональных и всероссийских. Да, вот всероссийские соревнования тоже имели свой, достаточно такой высокий регламент технический, что касается света на площадке, паркета, покрытия, всего оборудования. То есть «Триумф» преобразился. Я, честно говоря, сперва, когда узнала, что в «Триумфе» будут проводиться всероссийские соревнования, я подумала, это огромное пространство, да, все-таки как стадион. А потом, когда мы пришли, когда соревнования начались, то было сложно узнать. Настолько все стало как-то уютно, по-другому, даже какая-то камерность возникла. Но, конечно же, это все благодаря оборудованию. Да, картинка у нас получилась очень красивая, чем-то напоминает атмосферу настоящего бального зала. И поэтому картинка, дорогие телезрители, которую вы видите, тоже она особенная, мне кажется. Ничто не мешает восприятию. Этот темный фон, да, он выделяет именно танец исполнителей. И он читается очень хорошо, танец именно на этом фоне. Поэтому, конечно же, мы тоже, любители, очень рады, что такого уровня соревнований прошли у нас, в нашем родном Якутске. И, наверное, это было бы сложно представить, допустим, с какое-то время назад. Конечно, таких условий для танцевального спорта раньше не существовало, поэтому мы рады тому, что благодаря нашим деятелям спорта, Министерству спорта, дирекции игр «Дети Азии» у нас каждый раз улучшаются условия для проведения соревнований, для проведения
для привлечения, наверное, танцоров с других регионов, чтобы им было комфортно и интересно приезжать сюда к нам, потому что логистика у нас не самая, наверное, лучшая, да, для России. Поэтому вот завлекаем наших потенциальных соперников как можем для того, чтобы наращивать конкуренцию, для того, чтобы наши танцоры тоже развивались. И все-таки это, конечно же, вот происходит благодаря тому, что у нас в Якутске построено достаточно объектов спортивных, которые, опять же, в свою очередь, были все построены к играм «Дети Азии». Все наши вот известные большие крупные стадионы, дворцы, комплексы, они все были сооружены в разное время. И я хочу здесь сказать о том, что вначале это была мечта одного человека, да, Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, о том, чтобы в нашем городе, в нашей республике наши якутяне могли бы иметь возможность увидеть крупные спортивные соревнования, такой большой спортивный праздник, как подобно Олимпиаде. Вот с этого же начались вот игры «Дети Азии». В 1996 году прошли первые игры. Да, сейчас это площадка для международных соревнований, которая воспитывает спортсменов, которые стартуют с того, чтобы участвовать здесь, в Якутии, и потом выходят на международную арену, олимпийские площадки. Так, наши спортсмены, взрослые, категория взрослые, перешли в латиноамериканскую программу, и уже совсем другие образы. То есть это надо как-то тоже уметь перестроиться. Конечно, это у каждой пары существует своя традиция, как настраиваться не только между программами европейской и латиноамериканской, но и между танцами. Даже в финале, когда уже танцоры не уходят с площадки, все равно пользуются разными приемами для того, чтобы перестроиться с характера одного танца на другой. Здесь мы видим очень большое разнообразие костюмов, стилей. У кого-то в традиционном понимании латиноамериканские платья, например, да, как а-ля бразильский карнавал. А у некоторых партнерш мы видим совсем другие платья. Допустим, более... здесь, наверное, есть тоже такая цель, как выделиться, да, привлечь внимание. Создать свой уникальный образ, узнаваемый на площадке. Вот, например, вот это черно-белое платье, оно такое нетипичное и очень интересное. И вот это платье диктует образ, да, например, прическу, скажем, вот партнерши тоже. Абсолютно нестандартная прическа, это тоже очень интересно. Обязательно, да. На соревнованиях присутствуют уже традиционно специализированные стилисты, и они прорабатывают образ прически, макияж с танцорами для того, чтобы максимально эффективно можно было показать свое мастерство. И сейчас, вот в отличие от прежних времен, сейчас очень можно найти быстро и легко любую информацию про спортсменов, про звезд, потому что в мире спортивного танца тоже есть свои звезды, свой рейтинг, да, свои какие-то кумиры, идолы. И сейчас, наверное, любителям достаточно легко за ними следить, потому что сейчас есть каналы, приложения, платформы, на которых можно следить за всеми соревнованиями, даже в прямом эфире, наверное, да, онлайн? Да, проводят и прямые трансляции со всех площадок, на которых проводятся крупные соревнования. Плюс сами танцоры, исполнители ведут обычно какие-то свои блоги, показывают видео с тренировочного процесса, с соревнований, с процессов создания образов. Это тоже очень интересно наблюдать, как из фактически ничего вдруг рождается одно, второе, третье платье, прическа, туфли, образ, макияж
И в конце мы видим результат. Это прекрасный танец. И начинается румба. Особенный танец в латиноамериканской программе. Танец любви, танец отношений мужчины и женщины, их вечная страсть. И тут уже, особенно на этом танце, я чувствую, вижу какую-то каждая пара рассказывает свою историю, да, разыгрывает мини-спектакль. Вот именно в румбе это очень четко проявляется. Каждый танец, да, это мини-спектакль, мини-история, которую рассказывает пара. А в танце румба это прежде всего, конечно же, история любви, история развития отношений, которую пытаются продемонстрировать танцоры. В танце много элементов, направленных на такой эффект воздействия на зрителей, много красивых позиций. Quiero tenerte muy cerca, miramientos ojos, verte junto a mí. Pensa que tal vez... И уже на контрасте такая страстная композиция, музыка, уже коррида, Испания. Это, конечно же, пасадобль, тоже очень эффектный танец латиноамериканской программы. Тоже особенный, он стоит особняком немножко, да? Да, это танец, который у нас характеризуется как танец Тореадора, танец с использованием элементов корриды. Очень страстная, энергичная музыка, которая способствует передаче образа. И в музыке, которая используется для танца пасадобль, имеется такой специализированный финал. То есть каждая пара начинает свою постановку сразу с начала музыки и заканчивает ровно с окончанием музыкальной композиции. И это производит, конечно, дополнительный такой внешний эффект. Я думаю, что наши зрители уже следят за своими фаворитами, да, вот. И очень интересно вот посмотреть, как распределяться места в финале. Вот сейчас, допустим, вы можете сейчас выбрать какого-то своего любимчика, скажем, пару, да, и увидеть в конце итоговой таблицы, какое же место она займет. Потому что на самом деле все пары очень сильны. Это тоже еще раз напоминаем, что это сильнейшие 6 пар. В данном финале принимает участие 7 пар. А вот это 7 пар, да, здесь 7 пар. Это связано с тем, что из отборочного тура, когда пары переходили в финал, пары набрали одинаковое количество проходных баллов. Да, и поэтому главным судьей было принято решение, что в финал попадут все 7 пар. И джайв. Джайв, и совсем скоро мы узнаем, кто же оказался сильнейшим в этот раз. Вот мы видим какую-то импровизацию, да, своеобразную. Ну, вот когда оказались две пары рядом, и партнер может, вот, например, обыграть этот момент. Да, импровизация в танцевальном спорте – это
хорошо отработанный элемент в зале, который можно в определенный период Вытащить его. площадки, да, показать для того, чтобы где-то избежать столкновения, где-то переместиться там в лучшую позицию, да, на площадке и немножко поиграть с соперниками. Да. И чем выше квалификация, уровень мастерства, тем вот эта импровизация выглядит непринужденнее. Да, никогда не поймешь, что именно в этом исполнении прям импровизация, придуманная вот сейчас на площадке, а что настолько хорошо отработанный элемент, да, который выглядит как самая лучшая импровизация. Громче, громче, друзья! Самые громкие и самые бурные аплодисменты мы дарим этим великолепным... И в категории взрослых Огромное спасибо. чемпионы Данила Журавлев, Мария Гурьева, клуб Московия, город Москва, Иван Хрящев, Александра Миненкова, Империя, москвичи на втором месте, на третьем месте Максим Проскурин, Алена Кагарманова, Союз Москва, Кирилл Ханевский, Мария Апурина на четвертом, это Челябинская пара, Федор Бабуров, Марианна Разоренова, Форвард Москва на пятом, на шестом месте Руслан Чудаев, Анастасия Харькова, Пингвин Москва, и замыкает таблицу Минаков Семен и Лидия Титова. Они у нас представляют клуб Санти Москва. Мы поздравляем всех финалистов. А мы с вами переходим в категорию молодежь, которая предшествует категории взрослых. Это у нас спортсмены какого возраста? Это спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет. Тоже достаточно взрослые танцоры с хорошим классом мастерства, с хорошим исполнением. Вот. Но еще в которых очень много энергии, очень много азарта. И это придает такой особый, наверное, вид исполнения в этом возрасте. В этой категории тоже приехали сильнейшие пары. Здесь была тоже такая острая конкуренция во всех видах. И, конечно же, это такой период, возраст, да, когда идет активный рост пары, становление мастерства спортсмена. Да, спортсмены в этом возрасте — это, наверное, уже те, кто не только занимается бальными танцами как видом спорта, но и уже, может быть, даже определили свой вид деятельности в этой сфере и уже присматриваются к профессии тренера. Начинается танго. Такая интересная композиция, достаточно интересное музыкальное решение. Можно ли танго выучить и научиться его танцевать и быстро, допустим, в возрасте люди? Или это все-таки надо идти в аргентинское танго? Чем отличается вообще аргентинское танго от классического танго, который мы видим сейчас? Аргентинское танго — это все-таки классический вариант такого исполнения. Более народный. Да, имеет в своих корнях народный танец, свои традиции. В частности, танго — это в аргентинском исполнении, это больше социальный танец. Партнерша могут не знать друг друга до того, как встанут в пару и начнут двигаться вместе. Он связан больше с импровизацией. Партнер придумывает связку из движений,
ведет партнершу, направляет в шаги, вот, а партнерша следует за его движением, и они вместе импровизируют под музыку. Вот у нас А якутские спортивные танцы есть. — это все-таки постановка от начала до конца. Каждый разучивает свою Ну и партию. шаги другие, да, немножко. Да, спортивная танго больше, наверное, направлена на активность, на движение, а аргентинская танго немножко поспокойнее, по размереннее. Следующий танец, венский вальс. Сразу в памяти, в ассоциации у нас возникает бал, дворец, музыка классическая. Внешний вид, да, бального зала, атмосфера. Вот я знаю, что у любителей, вот, например, танго есть такие вечера, которые называются милонги, где собираются люди, которые это проповедуют этот танец, занимаются, и они проводят вот такие вечера, да, и танцуют. А у танцоров есть такие мероприятия? Ну, Они сейчас, могут? допустим, в крупных городах очень большую популярность обретают практики. Это спортсмены собираются, такой вид тренировочного процесса, где они повторяют свои вариации, свои композиции танцевальные. Вот. И организаторы подобных практик прибегают к тому, чтобы создать дополнительно интересную атмосферу, световое решение, пригласить там живую музыку, исполнителей. Вот. И таким образом тренировочный процесс становится не только развивающим, но и интересным, вдохновляющим на творчество, на развитие. Медленный фокстрот. Здесь мы, вот в этой категории, мы видим, что многие партнерши, большинство, выбрали красный цвет. Да, наверное, это такой уникальный момент, что почти все представители в финале цвет платья выбрали красный. Только одна партнерша в сером, по-моему, а все остальные в красном. Очень красиво, эффектно. Скорее всего, это произошло не сговариваясь. Да, конечно. Но при всем при этом образ каждой партнерши уникален и неповторим. И мы видим элегантное исполнение танца медленный фокстрот. Вот спортсмены, танцоры, которые выбирают свой путь, свою профессию, они вот, если они решили дальше связать свою жизнь с танцами, у нас есть спортивные вузы, где готовят именно тренеров по танцевальному спорту, специалистов, либо же они поступают в вузы искусства. Да, есть у нас институты спортивные, которые готовят специалистов в танцевальном спорте. Это институт Лескофта в Санкт-Петербурге. Но остальные, наверное, не смогу так быстро перечислить из головы, но они есть, и мы рады, что могут наши спортсмены туда обратиться, поступать и пополнять ряды профессиональных тренеров. Вот по твоим сведениям, Вячеслав, есть сейчас у нас якутяне, которые планируют, скажем, учатся сейчас в вузах и планируют, например, приехать в качестве тренеров. Может быть, какое-то целевое обучение ведется. У меня на данный момент таких
данных нет. Ну, Можно ориентироваться на то, что да, у нас вырастают поколения старших танцоров, и я думаю, что ряды тренеров будут пополняться регулярно. Ну, вот как, например, у нас же тоже есть вот в прошлом известные спортсмены, у которых сейчас свои клубы. Например, Юра Алексеев. Твой пример тоже говорит о том, что вот выпускники, ты ученик Нелли Борисовны Лило, да, клуба «Реверанс»? Да, я когда-то занимался в клубе «Реверанс», выступал. Первым моим тренером был Василий Мамалыга и Татьяна Мамалыга, супружеская пара, которые, в принципе, привезли бальные танцы сюда, в Якутию, начали их здесь развивать. И фактически все, кто сейчас работает в Якутии, это их либо ученики их учеников. Это же опять же про роль персоны и личности вообще в любом виде, чтобы был это рассвет, в том числе в танцевальном спорте. И мы видим, что спортсмены начали латиноамериканскую программу. Девушки сменили свои костюмы на более легкие. Их просто не узнать. Сложно узнать у них вот девушек, которые предыдущего танца, да? Сколько все меняется. И характер танца, и имидж, и настроение. Танец самбо. Можно сказать, что это такой танец игривый, танец флирта между мужчиной и женщиной. Танец, ну, если смотреть на программу исполнения латиноамериканских танцев, то можно сказать, что это такой танец знакомства в истории взаимоотношений мужчины и женщины. Соревнования в Якутске шли 3 дня, и они были заполнены, трибуны были заполнены. Вот мы вот на видео видим только вот первые ряды, а на самом деле вот эти трибуны спорткомплекса «Триумф», тоже там были зрители, болельщики со всеми атрибутами, с плакатами, с шумелками. И это, конечно же, было очень приятно видеть, что для людей это тоже был праздник, для любителей. Да, участники отмечают, что им очень понравилась атмосфера, понравились болельщики, которые их поддерживали. Не каждый регион, проводящий подобные соревнования, может подобным похвастаться. Так что теплые сердца наших людей северных очень понравились исполнителям. Ну и внимание прессы тоже было достаточным. Наши соревнования осветили многие средства массовой информации. И также соцсети в эти дни тоже были заполнены разными интересными видео, рилсами, рассказами. Да, я думаю, что все зрители, кто присутствовал, они поделились частичкой наших соревнований с теми людьми, которые не смогли посетить непосредственно площадку «Триумф». Ну вот после этих всероссийских соревнований я знаю, что наши спортсмены, в том числе тоже и вот эти же спортсмены, уже участвовали в большом крупном турнире Russia Open. Да, сейчас как раз в октябре состоялись крупнейшие в России соревнования Russian Open Dance Sport Championship, которые проходили 10 дней.
10 дней 10 дней. соревнований, включающих в себя всероссийские этапы соревнований, международные соревнования. Было рекордное количество участников. Сейчас точно, наверное, цифру не смогу назвать, но я думаю, что больше 16 тысяч участников принимало. А из республики тоже были пары? Знаю, что вы выезжали. Да, сборная Якутии выезжала и в маленьких возрастах, в начальных, в детских категориях, и в юниорских возрастах, молодежи. Соответственно, наши танцоры постарались как можно лучше представить нашу республику. Вот мы смотрим, что румба в исполнении вот молодежи, она немножко отличается от исполнения взрослых. Если там был такой задумчивый, может быть, немножко такой, не скажу грустный, но более размеренный тем, то тут уже настроение немножечко какое-то другое, Там уже свойственное были юности. более опытные танцоры. Здесь, конечно, да, ребята еще молодые, энергичные, хотят показать себя. Да, мне тоже так кажется, что в этой группе самая сильная энергия. Да, сил много, Молодежь. пик, наверное, опыта, энергии, их сочетания, дать такой флёр, наверное, определенный. Вот в Пасодобле это тоже заметно, кстати. Да, все на площадке очень много двигаются, вкладывают максимально много сил, энергии. Посмотрим, хватит ли у них сил для того, чтобы активно станцевать завершающий танец финала джайв. У взрослых, наверное, вот идет какое-то вот равномерное распределение своих сил и возможностей, да, в силу, может быть, опыта. И у каждого, конечно, возраста свои преимущества, свои плюсы. И вот интересно наблюдать вообще за сменой. Вот мы видели только что недавно детей, юниоров. Вот как меняется восприятие танца. Мне кажется, что это совсем разные иногда. Несмотря на то, что, может быть, даже музыка одна, движения похожие. Да, конечно, с ростом опыта, с ростом мастерства даже детские танцоры стремятся к тому, чтобы их танец был более взрослым, более осознанным, насыщенным разными интересными движениями, разнообразными. И джайв. Вот сейчас, наверное, Ребята уже будет настраиваются. проверка. У кого остались больше сил, больше задора, больше энергии, мастерства. Ну, очень-очень высокий уровень мастерства. Да, танец проходит на очень больших скоростях, много вращений, много прыжковых движений. Конечно же, это поистине завораживающее зрелище. Кроме восхищения, восторга и очень сильных эмоций, это ничего другого не может вызвать, потому что на самом деле это очень большой праздник, который мы все
посмотрели, на котором мы все побывали в течение этих дней. Напоминаю, что сегодня вторая передача. У нас будет еще 2 трансляции. И я думаю, что это будет большой подарок для всех любителей спорта, танца, для всех поклонников. Ну что ж, я думаю, что мы можем пригласить всех поклонников танцевального спорта заниматься танцевальным спортом, болеть. И в этой категории чемпионы Матвей Рублев, Анастасия Кульпина, Московия, Лев Огорельцев, Валерия Подрядова из Челябинска на 2-м, Артемий Ким, Екатерина Егорова из Тулы 3-е место, Максим Горщеня, Дарья Андреева на 4-м, пара из Челябинска, Кирилл Громов, Варвара Романова, форвард москвичи на следующем, и на 6-м месте Данил Большаков и Злата Тюрина. Они у нас приехали из Краснодара. Клуб Red Fox. Дорогие друзья, наш репортаж заканчивается. Двоеборье. С вами были Катерина Григорьева, Вячеслав Ефимов. Мы благодарим вас за внимание. До следующих встреч.